Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сульхия Азими. Здравствуйте. Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение таджикского народа, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны. Одним из достижений периода независимости являются определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности. Государственная независимость – начало качественно нового исторического этапа для современного Таджикистана. Солидарность, единство, патриотизм и трудолюбие всех жителей Таджикистана – это бесценное богатство, вдохновляющее и придающее всем нам силы. Народ Таджикистана направляет все свои возможности и усилия на благоустройство и процветание Родины. Сегодня мы видим, что облик нашей страны коренным образом преобразился, начиная с ее столицы города Душанбе и до самых отдаленных селений. Государственная независимость создала условия для достижения значительных успехов во всех сферах жизни общества. Государственная независимость – это начало совершенно новой эпохи в истории таджикской государственности, новый этап формирования нашего национального менталитета. Независимость и свобода являются предметом гордости и чести нашего народа, благодаря чему мы более 3 десятилетий неустанно трудимся на благо процветания нашей Родины. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, патриотическим усилиям гордо настроенных специалистов и предпринимателей страны, таджикских строителей, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог и мостов, спортивных объектов, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Все успехи Таджикистана прежде всего достигнуты благодаря независимости и свободе, миру и спокойствию, политической стабильности и национальному единству. Жители страны прилагают усилия, чтобы сделать нашу историческую землю еще более процветающей и красивой. Нашим единством и коллективными усилиями мобилизовать все наши возможности для развития независимого государства и подъема его авторитета на международной арене. В честь 33-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан указом президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, известный таджикский писатель, драматург и сценарист с мировым именем Тимур Зульфикаров за заслуги в развитии сферы культуры и плодотворную литературную деятельность награжден орденом Шараф 1-й степени. Представители правительства страны вручили эту высокую государственную награду выдающемуся прозаику, поэту и драматургу Тимуру Зульфикарову. Согласно указу президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня таджикский писатель Тимур Зульфикаров был удостоен ордена Шараф 1-й степени. Эту высокую государственную награду вручили поэту, прозаику, драматургу и сценаристу представители правительства Республики Таджикистан. Известный прозаик Тимур Зульфикаров отметил о выдающейся роли лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле развития образования, науки, культуры и других сфер жизни и деятельности нашего общества. В непринужденной беседе с известнейшим на весь мир таджикским писателем было отмечено, что произведения Тимура Зульфикарова отличаются своей уникальностью. Они пропитаны вековой мудростью таджикского народа, ритмическим языком, богатым анафорами. Монологи и размышления, наполненные философским смыслом, стали культурным достоянием таджикского народа. Дорогой Эмомали Шарипович, вы вернули меня на мою историческую родину. Мне уже 88 лет недавно было. Благодаря вам и здесь создаю свои новые книги. Вы миротворец. Это высшее достижение для любого властителя. Благодаря вам Таджикистан обеспечили себе место в мировой истории как строитель государства. Наш президент – это редкая история, когда властитель – мудрец. Его книга «Таджики в зеркале мировой истории», вот ее надо, кстати, изучать в школах, чтобы таджики знали. Судьба поэтов, писателей, мудрецов всегда связана с великими правителями. И великие правители понимают,
что поэт и мудрец принадлежит вечности, да? И те властители, которые принадлежат вечности тоже, как правило, они и находят вот этих поэтов и писателей. Наш президент – это человек-мудрец, это правитель-мудрец. Это очень большая редкость. Символичным стало в День знаний в городе Истаравшане проведение торжественного мероприятия по случаю присвоения среднему общеобразовательному учреждению номер 61 имя известного таджикского поэта Наимджона Назири. В городе Истаравшане среднее общеобразовательное учреждение номер 61 открытием мемориальной доски назвали в честь известного таджикского поэта, лауреата литературных премий имени Камоли Худжанди и Зуфархона Джафхари, заслуженного работника культуры Таджикистана Наимджона Назири. В торжественном мероприятии по поводу этого знаменательного события приняли участие руководство местного органа государственной власти города Истаравшан, писатели и журналисты, учащиеся и педагогический коллектив школы, родные и близкие этого выдающегося поэта. Следует отметить, что школа номер 61 города Истаравшана была сдана в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона еще в 2010 году. В ходе выступления участники мероприятия рассказали о жизни и творчестве поэта, о его деятельности, когда он работал сначала редактором радиожурнала «Сухбати Достон». Кстати, передача пользовалась большой популярностью среди радиослушателей, а затем главным редактором Комитета по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан. Вспоминали о его работе в сатирическом журнале «Хорпуштаг», о его фельетонах и смелых произведениях этого жанра, в которых сатирик обличал лицемерие, взяточничество, расточительство и другие пороки. Говорили о плодотворной деятельности поэта и журналиста в редакции газеты «Поем Истаравшан», историко-краеведческом музее Истаравшана, где своим добросовестным трудом Наимджон Назири снискал заслуженное уважение не только среди коллектива, но и населения древнего города, где гордо носил звание «почетный гражданин». Во время выступления родные поэта отметили, что намерены учредить стипендию для успешных учащихся этой школы, а те школьники, которые станут призерами республиканских конкурсов, получат из рук родных поэта по 1000 самоней. Кроме того, жена поэта Ранои Сафарзот, которая также является поэтессой и учительницей таджикского языка, проработавшая в школе 45 лет, передала образовательному учреждению 600 книг из личной библиотеки поэта, а также фотографии и различные памятные экспонаты из домашнего архива. В школе созданы тематические экспозиции, наглядные пособия. Планируется создание музея в честь этого уникального поэта. Автор около 30 книг Наимджон Назири создавал свои произведения по различным литературным жанрам. Это поэмы, лирические, патриотические, сатирические стихи, а также поэтические произведения для детей, которые заслуживают особого внимания. Многие из них включены в школьные учебники. Для учащихся школы номер 61 из Истаравшана, которая теперь носит имя этого выдающегося поэта, это событие было радостным и незабываемым. Ведь школьники знают наизусть стихи своего любимого поэта, которые в ходе мероприятия декламировали с большим воодушевлением и с гордостью. В заключительной части мероприятия учащиеся школы и деятели культуры Истаравшана представили яркую концертную программу, которая была основана на литературном наследии талантливого поэта Наимджона Назири, который был еще и благородным, честным и мудрым человеком. Человеком с большой буквы. Карим Хайдар, Далер Содиков, новости. Также в День знаний было увековечено имя известного журналиста Акбарали Саттора. Его имя присвоили среднему общеобразовательному учреждению номер 25 города Гисар. Подробности у нашего корреспондента. Среднее общеобразовательное учреждение номер 25 селения города Гисара названо в честь известного журналиста Акбарали Саттора. Символично было то, что в День знаний это мероприятие прошло в торжественной обстановке. В ходе своего выступления руководство местного органа государственной власти города Гисара отметило, что Акбарали Саттор, являясь выпускником этой школы, а также выпускником факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, внес достойный вклад в развитие отечественных средств массовой информации и в целом в развитие социально-экономической жизни страны. Еще в 90-е годы прошлого столетия, работая сначала корреспондентом парламентской газеты «Садой Мардум», талантливый журналист приступил в первые годы государственной независимости Республики Таджикистан к изданию первой газеты на русском языке «Дайджест Пресс».
Затем Акбарали Саттор стал генеральным директором медиахолдинга «Чархи Гардун», в который входили 5 печатных изданий – «Дайджест Пресс», «Чархи Гардун», «Вечерний Душанбе», «Занва Март» и «Авиценна». Эти издания за короткий промежуток времени обрели большую популярность среди населения страны, ведь на их страницах поднимались актуальные вопросы и проблемы, волнующие современное общество, и не только затрагивались злободневные вопросы, но и предлагались эффективные пути для решения наболевших проблем. Его очерки, статьи, новеллы публиковались в периодических изданиях Таджикистана и в зарубежных газетах и журналах на английском, русском, немецком, китайском, казахском и других языках народов мира. Акбарали Саттор уделял особое внимание изучению иностранных языков не только своих детей, но и подрастающего поколения Таджикистана. В 2010 году он открыл Центр по изучению китайского языка. Школу номер 25 города Гисар назвали в честь имени моего отца, именем Акбарали Сатторова. Для нас это большая гордость, большой праздник. Мой отец Акбарали Сатторов, он внес огромный вклад как в развитие своей семьи, так и в развитие СМИ в Таджикистане. Сегодня мы еще раз убедились, что правительство страны поддерживает. Мы очень рады и чрезмерно благодарны правительству страны, руководству города Гисара за такую инициативу. Тот патриотизм, который в нас внушал наш отец, он еще раз подкрепился сегодняшним событием. Акбарали Саттор являлся членом Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан. Долгие годы возглавлял Союз журналистов Таджикистана. Его многочисленные ученики и коллеги всегда вспоминают этого выдающегося журналиста и великодушного человека добрым словом. Коллектив школы выражает благодарность правительству Республики Таджикистан за поддержку в увековечивании имени Акбарали Саттора и присвоении нашей школе его имени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы готовить из наших учащихся личностей, подобной Акбарали Саттору. Кроме того, он награжден орденом за отвагу и множеством других отечественных и зарубежных наград. Представлял Таджикистан в более чем в 30 странах мира. В среднем общеобразовательном учреждении номер 25 города Гисара, которое теперь носит имя Акбарали Саттора, учатся 1200 учащихся в 2 смены, каждая из которых стремится с большим воодушевлением осваивать основы наук и в будущем стать успешным специалистом и достойным гражданином своей родины. Карим Хайдар, Зухра Самадова, Фаридун Холбоев. Новости. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Всего вам доброго, оставайтесь с нами.